В эфире ток-шоу «Точка опоры». Мы сегодня говорим о том, нужен ли, есть ли у татарского народа свой национальный герой. Продолжается всероссийская перепись населения, и вот как раз вот, что нас связывает, да, один из блоков вопросов посвящен татарской идентичности, что нас связывает с родным народом. Это понятно, что история, язык, культура, традиции, и в том числе, пожалуй, что вот символ, да, такой национальный герой. Кто он такой, национальный герой, татарский национальный герой, да? Вот об этом мы сегодня порассуждаем с нашими гостями. Итак, представляю наших гостей студии. Искандер Гилязов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана, доктор исторических наук, профессор ИСМС. Добрый вечер. Добрый вечер. Фердус Немаев, автор-исполнитель, заслуженный артист Татарстана. ИСМС. Здравствуйте. И Ильмир Жавдетович Низамов, композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана. Здравствуйте. А также у нас на прямой связи по скайпу наши гости Ремзиль Валеев, журналист, общественный деятель, главный редактор интернет-студии Всемирного конгресса татар. Здравствуйте, добрый вечер. Да, здравствуйте. Да. И Азат Галямшин, продюсер «Зрелищных событий» из Москвы. Здравствуйте. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-5610, код Казани 843. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям, выражайте свое мнение. Нас также можно смотреть в социальной сети ВКонтакте, в группе ТНВ, а также на YouTube. Институт истории имени Марджани в одной из социальных сетей разместил таблицу событий татарского народа. Это был эксперимент появления того, что важно татарам из нашей истории. И на первом месте оказался подвиг героя Великой Отечественной войны Гази Загитова, да, который в составе одной из воинских групп водрузил знамя победы над Рейхстагом. Но вот все-таки, если выйти на улицу, да, и спросить прохожих, чтобы назвали там 5 героев татарского народа, наверное, первым, может быть, даже, к сожалению, последним окажется Мусы Джалиль, да? То есть мы много знаю, что все-таки героев даже Великой Отечественной войны их много. Газинур Гуфиатуллин вот сейчас вспомнился, да, который повторил подвиг Александра Матросова, редко вспоминаем. Ну и кроме Великой Отечественной войны их много людей. Вот, Искандер Аязович, вообще, есть ли какой-то такой вот список, официальный список, да, героев, с которым можем познакомиться, и вот почему мы их так плохо знаем, плохо помним? Ну, Зуфар, я бы тут обратил наше внимание на то, что такое герой вообще. Кого мы считаем героем? Не надо, мне кажется, в слово «герой» превозносить только военное содержание. Именно, да, согласен. Только боевой подвиг – это герой. Герой, символ народа, герой символ, любого да. народа, он герой, прежде всего, он личность. Мы должны четко и ясно понимать, что историю творят личности. И без личностей масса никуда не идет. Прогресс народа определяет личности, то есть герои. И герои личности в разных сферах совершенно. Те люди, которые дают какой-то импульс в любой сфере, это культура, это политика, это экономика, это наука, пожалуйста, это герои. Поэтому, конечно, у любого народа есть герои, и у любого народа есть личности. Это правило, и они не то что нужны, они просто есть. Другое дело, что мы их видим или не видим, это другой вопрос. Поэтому я считаю, что, конечно, у татарского народа, как и у любого другого народа, есть свои герои. Например, кто? Вот можем вот назвать действительно? Ну, да, перечислить. Вот насчет списка, это, конечно, вопрос, я бы сказал, не надо все формализировать. Зачем согласен, нам? да, то есть Это что, мы должны сейчас свой народу герой, да. дать список, сказать, ребята, вот эти люди герои, а остальные Мы не их герои. официально назначили, да, Да, героями. мы назначили их сверху. Так не должно быть. Герои, Согласен, это, героев да, рождает наверное, эпоха, тот, кто как из народа. говорится. Да? Мне кажется, я согласен с этими вышесказанными словами, но мне кажется, все-таки героя надо немножко отделять от выдающихся личностей. Естественно, в каждой сфере есть свои выдающиеся личности. Вообще, для меня герой, мне кажется, это какой-то вот идеал, это какой-то абсолют, да, то есть это такой пример для подражания. И в военное время это действительно там герои войны, это какие-то полководцы могут быть или простые люди, но которые совершили какие-то очень большие такие героические поступки. И мне кажется, здесь просто нужно понять, какие приоритеты у народа сегодня, потому что у нас сегодня не военное время, но нужно понять, что главное для нашего народа сегодня. Там, бесспорно, это сохранение себя как нации, это сохранение языка, своей культуры. Вот именно об этом мы говорим. То есть это, что нам помогает получается, это сохранить люди, это. которые, с одной стороны, работают вот в этой сфере, да, сохраняют нашу, как бы, нашу нацию как нацию. С другой стороны,
для татар, мне кажется, также актуально выстраивание каких-то мостов с другими народами и вообще со всем миром, потому что закрыться сегодня в мире, это значит тоже исчезнуть фактически вот с такого поля. Поэтому, мне кажется, вот герой сегодняшнего дня, ну так абстрактно я рассуждаю, конкретно, мне кажется, никто не скажет, вот он герой или он не герой. Это человек, который, с одной стороны, сохраняет нашу идентификацию, а с другой стороны, при этом умеет стать таким примером выстраивания именно вот интеграции и общения нашего народа вообще со всем миром. Это, конечно, очень сложно. Тут кто это конкретно, это только народ может сам подумаем, решить. порассуждаем. Да, Да. Фирдус, у вас какое мнение? Ну, вот в последнее время у нас, ну, для меня уж, патриотов очень мало, которые за свою нацию, чтобы там, это, Да, мне понятно. так Здесь кажется, да. субъективное мнение, мы каждый высказываем свое Вот. мнение. Но очень тяжело. Сейчас вот мы ездим, гастролируем, особенно молодежь, чтобы вот слушал татарские песни, разговаривал на татарском. Вот понимаете, поэтому вот в данный момент, вот кого позвать героем, на самом Пока деле, сложно сказать, да? да. Поэтому сейчас в такой мире живем, не знаю, что-то вот непонятно. Ясно. Давайте обратимся, да, к нашим гостям, которые у нас на видеосвязи. Ремзиль Салихович, вот я вот вижу, да, он уже готов что-то сказать, да? Я готов озвучить свой список. Да, давайте Я послушаем. вас. накануне перед передачей взял блокнот и составил свой список, потому что он нужен, его надо обязательно озвучить, потому что весной на форуме один башкирский парень написал: а что у вас, говорит, героев таких нет, как Салават Юлаев? И восстаний у вас не было, поэтому у вас вот такая скучная нация, вот такое. Я тогда подумал, действительно доносить надо, действительно наше прошлое. И вот, конечно, подразумевается военный какой-то деятель, Александр Македонский, или защитник, или победитель. Ну, действительно, Мы сейчас тут же было говорим про правильно наших сказано, татарских что героев. у татар все-таки просветители или там деятели культуры главными героями становятся. Поэтому я составил вот такой список, я озвучу. Габдулла Тукай, его признают не только все все знают, татары, понятно, и да, это многие символ тюркские татарского народы народа, своих согласен. классиков. Кулгали, 13 век, автор поэмы Кысаи Юсуф, на которого могут претендовать и другие восточные народы, ничего плохого в этом нету. Конечно, можно припоминать и Курсави, и Мерджани, и Каюм Насыри, ну ладно, будем говорить, что это общий ряд, но Батырша, 18 век, за 20 лет до восстания Пугачева он поднял в защиту мусульман, он писал обращение императрице, внятно, трагическая у него судьба. Вот это действительно герой. А знаем ли его? Молодежи мы говорим ли? Не очень-то знаем. Кул-Шариф, последние годы известный со строительством Кул-Шарифа, он защитник Кремля, учитель, руководитель Вот, да, вот еще медресе. вот- Кул-Шариф, он поднимается, получается, в течение веков поднимается. Муса Джалиль, относительно молодая легенда. 70 лет, как он вернулось его имя. Советский Союз признал его как звездой героя, а татарский народ знает как автора поэмы стихов «Моавийские тетради». Ну, конечно, все-таки военные тоже у нас есть. Петр Гаврилов. У Мы нас, что да, написали очень, да, героев, о таких личностях? героев Советского Значит, Союза, героев Александр Великой Отечественной Матросов, войны у нас он, очень много, да. Мухаммеджанов Шакирьян никак не может сейчас, мы не можем отделить его от легенды, от матросов, поэтому он остается матросом. Гази Загитов, Ментимир Шаймиев за 30 последних лет сделал такой поворот. Ну, конечно, это еще и символы деятелей искусства. Ильхам Шакиров, символ. Да, Я да, даже согласен. девчонку Саиду Мухаммеджанову назвал бы, ибо это те личности, если ты их не знаешь, ты не совсем татарин, не совсем ты еще не сложился, и твое самосознание сформировалось. Вот такой у меня список. Спасибо, Ремзиль Салихович, да, вернемся еще к вам. Да, вот Азат еще, да, наш гость из Москвы, да, конечно, слушаем вас.
Спасибо большое за предоставленное слово. Я, с одной стороны, очень согласен с последним спикером. С другой стороны, отвечая в общем на ваш вопрос, отвечу и на вопрос уважаемого Фирдуса Тимаева о том, что странные какие-то времена и молодежь вроде как не имеет своих героев. Я в следующем году 20 лет как живу в Москве, и вы знаете, не для того, чтобы про себя сказать, но для те татары, которые уезжают далеко от своей родины, а я, сами знаю, уже Челнов, я все 20 лет являюсь негласным амбассадором своего народа и своей республики здесь, в Москве. И при этом все, что можно рассказать про Татарстан, все, что можно отправить кого-то людей по бизнесу, по культуре, по любым вопросам, мы это делаем. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что нам нужны, с одной стороны, мы помним всех героев, писателей, поэтов, ученых, представителей власти и, конечно же, государственных деятелей и тех героев, которые были в Великой Отечественной войне. Но современной молодежи, а пока еще считаю себя молодежью, мне 35, я считаю, что нужны современные герои, актуальные герои. И вот, например, взять человека, например, даже просто себя, да, если я занимаюсь организацией мероприятий, и я делаю это лучше всех, то автоматически ты становишься для кого-то неким, не то чтобы героем, да, но авторитетом, человеком, на которого равняются. И поэтому, мне кажется, каждый из нас, вот лично я к этому стремлюсь, я вижу в студии уважаемые деятели, каждый из них по-своему там будущий уже композитор великий, но будущий вообще композитор, уж Фирдусовый шоу, который устраивает, это отдельная тема. Уважаемые наши ученые, каждый по-своему уникален и делает лучше всего то, что он делает. Так вот, это и есть некие герои. Если мы еще к этому прибавим действительно то, что мы чаще будем говорить на своем языке, чаще представлять красиво наш народ, не делать поступков, за которые осуждают, это и есть некое геройство, мне кажется, уже большое геройство в наше время, особенно для подрастающей молодежи. Нет, Спасибо, Азат. Да, у нас есть звонок в студии из Пензенской области. Давайте послушаем. Да, человек на телефоне из другого региона нам звонит. Здравствуйте, добрый день. Алло, говорите, пожалуйста. Так, ну, видимо, звонок сорвался, да, Фирдус, простите, да, перебил. Вот вы себя считаете, да, вот героем, как вот Азат назвал? На самом деле, есть знаменитый, есть герой. Вот, герой да. — это герой. Мы, во-первых, вот сейчас список дали же нам. Во-первых, у нас в данный момент нет татарской школы, да, у нас же проблем очень много. У нас раньше даже у нас было татарские истории. Если мы даже вот список не знаем, кто у нас герои, если это же везде должны быть как бы брелки для молодежи сделать, да, чтобы молодежь учить. Поэтому мы просто, я патриот, но я не герой. Да, я патриот, я всегда за татар, татарские песни пою, про татаров песни пою. Там разные конкурсы, разные, ну, молодежные, да, но я не герой, я просто патриот. А герой — это, вот у нас на самом деле, как Салават Юлаев, нет у нас вот героя, чтобы вот сделать большой. Ну, для молодежи вы тоже где-то. Ну, нет у нас да. героя, на самом деле нет. Так, да, мне вот сейчас говорят, что все-таки есть у нас звонок в студию, да? Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы нам звоните? Меня Рашидя зовут. Извините, не надо представиться. Я звоню вам из Пензенской области, Сосновоборского района. Мне вот певцу Фирдусу, просто я хочу огромное спасибо сказать, когда он поет, и вот как будто вот душой он поет, и вот так искренне поет, душа даже выворачивается. А ему огромное для нас он патриот. Огромное ему спасибо за это. Просто вот спасибо за ее песни. Спасибо, да, мы поняли вас. Вот на самом деле, да, вы затронули эту тему. Вот человек известный, выдающийся, да, вы уже сказали свое мнение. И герой, вот одно или то же, или нет? Нет, конечно. Ну, я уже начал об этом говорить. Герой, прежде всего, человек, который решается на прорыв. Решается сделать что-то новое, неизведанное, что до него не делали. Ну, вот для меня, например, герой Шахаб-ад-Дин Марджани, который первым стал татарским настоящим профессиональным историком, который задумался о наших корнях, который задумался о нашем самосознании, о нашем этнониме и так далее. Вот это герой.
То есть я бы не сказал, что вот какой-то список все-таки должен быть. Вот Ремзиль Салихович, конечно, предложил список. Я согласен, конечно, что это великие люди, это герои. Но я считаю, что список не должен быть список нам предложен. То есть, по большому счету, в каждой сфере деятельности есть свои люди, которые совершают прорыв. И которые поднимают дух нации. И поэтому мы можем который считать ведет их за героями. собой, в общем, да, Да. вот этот человек. Вот, я считаю, что, конечно, надо еще учитывать то, что в этой ситуации есть ментальность. Есть такая вещь, как ментальность. Скажем, в нашем обществе всегда была, например, ощутима потребность сильной руки. В нашем обществе всегда была ощутима потребность в героях. То есть мы всегда любим создавать героев. Героев не надо создавать, героев надо чувствовать, понимать и видеть. То есть, чтобы это не был Уметь их какой-то культ понимать, да. личности, А то, да? понимаете, что мы иногда с этими героями перебарщиваем. Это тоже надо учитывать. Мы не должны... Мы в советское время уже нахлебались, как говорится, такого. Понимаете? То есть мы создавали кучу героев, которые сейчас оказываются вообще мифами. Вот. Никого не хочу называть, никого не хочу развенчивать, но все прекрасно это знают. Да? Поэтому не надо героев создавать, надо героев видеть, надо героев Спасибо, слушать да. и идти за ними. Вернемся через пару минут, мы прервемся на рекламу. В эфире ток-шоу «Точка опоры», и мы сегодня говорим о том, кто такой герой татарского народа, есть ли он, каким он должен быть. Вот на YouTube-канале Института татарской энциклопедии есть такой цикл «Курнекли шахслярбыз», выдающиеся деятели. И там вот уже много людей, это вот, опять же, вот Муса Джалиль, Сара Садыкова, Галимжан Ибрагимов, и там можно продолжать, этот список. Вот если говорить про подрастающее поколение, вот для них какие новые формы для того, чтобы все-таки они знали, наших не будем называть героями, хорошо, выдающихся деятелей. Ну да, вы упомянули этот проект нашего института, он действительно сейчас уже, ему как раз год исполнился, буквально на днях, и он, надеюсь, будет иметь продолжение. Мы считаем, что это очень важно именно с помощью современных средств информации доводить до интересующихся людей. Мы никого же не заставляем их смотреть. То есть человек, если интересуется, он может найти эту информацию. Коротко, емко мы даем информацию о выдающихся представителях татарского народа из разных сфер жизни. Да? Ну вот, и я считаю, что мы должны сейчас, действительно, вот Фирдус совершенно прав, мы должны использовать самые разные возможности. Там, любой значок, телевидение, радио, интернет, на улице. То есть мы сейчас должны в этом направлении очень активно развивать пропаганду. Мы должны знания распространять, прежде всего, ответственно понимая, что это очень важно. Про личности, про людей, про героев, о которых мы сегодня говорим, это нужно для подрастающего поколения обязательно.
В то же время мы должны соблюдать какой-то серединку. То есть мы не должны фальсифицировать, мы не должны выдумывать, и мы не должны слишком уже, как говорится, чрезмерно упиваться собой. Мы, мол, великие, мы великие. Мы должны все-таки трезвость. Сейчас молодежь не обманешь какими-то такими напускными вещами. Ну, они сами знают, кого выбрать. Прежде всего должно быть. Основа должна быть знание. Вообще нация формируется, когда она читает одни и те же книги с самого раннего детства. Есть какой-то общий круг знаний, вот, который нас объединяет, будь то там литература, культура, музыка и так далее. Я считаю так. Если мы говорим об идентичности и национальной гордости, то мы не должны эту идентичность и гордость строить на мифах и на фальсификациях. Вот это самое важное, я считаю, что должно быть, в основе должно лежать знание. И это самое важное, на мой взгляд, Зуфар. Но лично мое мнение, да, вот город, район не может сохранить язык. Да, хоть какой вот придумываете разные там, то есть все-таки в деревне, да, вот оно сохраняется, правильно? Язык, потому что да, у меня два сына, да, вот сейчас первый, этот старший на первый класс пошел, младший, 3 годика на садик. В садике и на русском разговаривает, и на татарском, больше на русском разговаривает. А когда мы выросли в деревне, там деревня... Только по-татарски. Вот, да, вот только на тоже татарском. говорил, что вот и вот эта деревня сохраняет язык. И сейчас в данный момент у нас, если честно, язык сохраняет концерты. Что у нас в данный момент, что есть? Театр. Театр, концерт, все, у нас больше ничего нету. Ну, литература, кино, почему Ну, как литература, кино? Ну, скажите мне кино, где татарское кино? Нет, скажите, где молодежь смотрит татарское кино? У нас, во-первых, нет хорошего кино, у нас нет хорошие мультфильмы, чтобы дети смотрели и там на татарском разговаривали. Кстати, нет. да, про мультфильмы мы тоже, наверное, как-нибудь затронем. Нет, затронем, просто давайте в данный момент наших гостей, да, вот Ремзиль Салихович, у нас, как всегда, есть что-то сказать. На вопрос Зуфара о том, как дойти до молодежи, конечно, ответ очень простой. Ролики, в интернете емкая информация, то есть все-таки мы приходим к социальным сетям, тем же самым. Обычно мы читаем романы. Не всегда романы нужны. Сначала нужна документальная такая продукция, информация, достойная в форме должна быть современная. Вот Рашид Суняев, астрофизик номер 1. Он почти что Нобелевский лауреат. Он понял устройство Вселенной. Живет в Германии, сам дважды лауреат Госпремии Российской Федерации. Или Руальд Сагдеев, тоже живой, наш современник. Правда, живет сейчас в Америке уже. Бывший директор Института космических исследований в гагаринские годы. Вот о таких личностях мы и говорим, и продвигаем. То есть мы своих героев или своих образцов сами продвигаем. И пусть эта молодежь тоже продвигает. Ну, к сожалению, да, к сожалению, мы их вот не помним, кто-то не знает, у нас еще больше, я не всех назвал. Да. Пусть сопоставляет с Сюмбике, Шаймиевым и своих современников. Пусть сравнивает. Спасибо, Ремзиль Салихович. Да, у нас вот Азат еще хочет, да, тоже включиться в разговор. Благодарю всех выступающих за их мнение. И все же буду говорить от лица молодежи, хоть и уже и взрослой, что должны быть и современные герои. Вот для меня герои, например, Дамир Юсупов. Я сейчас лично с ним общаюсь, я слежу за Инстаграм, и мне нравится его позитивный образ жизни. Есть люди, которыми я восхищаюсь возрастом и опытом. Возьмите Рената Ибрагимова, человек, который тоже давно уехал из Татарстана, но до мозга костей татарин и продолжает эту тему. И так далее, и так далее. То есть я за то, чтобы герои и люди, которыми мы восхищаемся, гордимся, были в современном мире, здесь и сейчас жили рядом с нами, и на них можно было ориентироваться. Спасибо. Спасибо, Азат, спасибо. Да, ну действительно очень много татар, которые живут за пределами Татарстана, за пределами России. И вот у нас звонок сейчас как раз-таки из-за пределов России, да, насколько я знаю, из Ашхабада. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Биктимиров Ильдус, я из Ашхабада. Да, Ильдус, слушаем вас. Хочу поделиться и тоже вот этим мнением, допустим, мы вот татары Туркменистана, мы, допустим, про героев татар, вот у нас кроме я, например, кроме Мусы Джалиля, я никого не знаю, потому что у нас вот сидим у телевизора, смотрим Татарстан новый, ТНВ, Планету смотрим, и, в общем, что хочу сказать, да. Полностью
полностью очень актуальный вопрос вы подняли в этой программе. Актуальный вопрос. Ну, хочется, конечно, очень много знать о героях татар. И уважаемый Фирдус Тямаев, я тоже с ним полностью согласен, что они патриоты, как бы прославляют в своих песнях, прославляют. Также я Скажите, в этот ряд хочу поставить. А в Туркменистане есть такой национальный герой? А? В Туркменистане есть такой национальный герой? Есть, у нас есть герои. Вот понятно, что кроме современных, да? Нет, у нас вот, допустим, герой-поэт, великий философ, это Махтум Кули. Махтум Кули, великий поэт туркменский, великий философ времен Великой Отечественной войны. Да много. Огусхан. Огусхан это основатель. Ну, тоже все-таки, да, деятели литературы, культуры, да, историки таких вот, да. Да. Да, хорошо, спасибо. К сожалению, у нас вот наше время уже заканчивается. Да. Напоминаю, что проходит всероссийская перепись населения. Если есть какие-то вопросы, в том числе там, из других регионов России, да, можно звонить в Всемирный конгресс татар. Там юристы вам подскажут, расскажут, что, как правильно должны вести себя переписчики. Телефон 221 78 78. Мы выходим ежедневно с понедельника по пятницу в 16:30. Сегодня мы заканчиваем наш разговор, к сожалению, да. Не успели всего опять много обсудить. Спасибо нашим гостям и до встречи завтра в понедельник в 16:30. Спасибо большое.